Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Община мусульман, почему ты создан, для чего ты пришел в этот мир, ради чего ты живешь и почему умираешь? Нет более важных вопросов, чем эти. Не иметь ответа на данные вопросы – это настоящее несчастье. Но если ты знаешь ответы на все эти вопросы, и Аллах даровал тебе истинную веру, но все же живешь подобно тем, кто ничего не ведает об этом, живешь так, как будто тебе обещаны несколько жизней, то ты ни с кем не поступаешь несправедливо и нечестно, кроме самого себя. Недалеко ушел и тот, кто совершает намазы, соблюдает посты, читает Коран и делает многое другое из религий, но делает это все формально, как ритуал, при этом не ощущая вкуса поклонения и упуская весь его смысл. Похожи ли мы на них чем-то, или все же искренне стоим на то, во что верим? Не будем далеко ходить за примерами. Вот прямо сейчас мы совершаем один из видов поклонения. Идет хутба. Давайте спросим себя, кто и как к ней относится. Всевышний Аллах обратился к нам в Коране: «О те, которые уверовали, когда призывают вас на молитву в пятничный день, устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали». Этот священный аят не нуждается в толковании и напрямую связан с нашим положением. Если пришло время пятничной молитвы, необходимо оставить все мирские дела и поспешить в мечеть, чтобы послушать в ней хутбу и совершить намаз. Понятен ли нам глубокий смысл слов «оставьте торговлю»? Говорится «оставьте», подразумевая «покиньте торговлю» в полном смысле этого слова и всецело сосредоточись на поклонении. А иначе, если ты всего лишь закрыл свою торговую точку, физически находишься здесь, а сердце осталось там, ты упускаешь саму суть данного поклонения. Нельзя идти на джум'а только ради того, чтобы отчитаться. Сходил, был на джум'а. Не подобает так относиться к Аллаху, свят Он и велик. Даже обычный человек не допустит такого отношения к себе. Когда ты притворяешься, будто внимательно слушаешь его, но на самом деле твои мысли витают где-то далеко и поступаешь так раз за разом. Если человек приходит каждый день на работу, но впустую тратит свое время, не выполняя свою работу, а затем уходит домой, как долго он там продержится? Или же в случае со студентом, который посещает учебу, чтобы отметиться, сидит в классе и совершенно не вникает в то, что объясняет преподаватель. Можно ли утверждать, что такой человек учится, и получится ли из него образованный человек? Аллах придает пятничной проповеди настолько большое значение, что даже ангелы, записывающие входящих в мечеть в день джум'а, обязаны с началом хутбы сворачивать свои свитки и слушать проповедь. С целью заострить наше внимание на хутбе в хадисе говорится: если в пятничный день, когда имам читает хутбу, ты скажешь сидящему рядом «не разговаривай», ты совершишь нечто неподобающее. Иными словами, самая важная задача, которую ты сейчас сможешь выполнить, это не отвлекаясь внимать хутбе, а не призывать других к порядку. Самое главное, о чем ты должен думать в этот момент, это как извлечь для себя максимальную пользу из того, что говорится. Община мусульман, еженедельно мы собираемся и слушаем хутбу, потому что Всевышний Аллах сделал это частью нашей религии. Чтобы мы, слушая наставления, размышляли о себе, чтобы с каждым разом наши сердца очищались и исправлялись, и чтобы, покинув стены мечети, мы возвращались в общество лучшими, чем были до этого дня. Мы собираемся раз в неделю, чтобы проанализировать, что нам удалось сделать за прошлую неделю, какие ошибки мы допустили, над чем нам стоит поработать в будущем и какие уроки взять себе на вооружение. Вот какие вопросы мы должны ставить перед собой. Никакой другой проповеди, требующей такой строгой концентрации внимания, не существует. И эта обязанность выпадает на нас всего лишь раз в неделю, а сама хутба длится считанные минуты. Так почему же мы не воздаем этому делу должное внимание? Почему нам не удается сосредоточиться на хутбе эти считанные минуты? Почему нам не удается в эти минуты сидеть в мечети, не зевая, не подтягиваясь, не скучая и не засыпая?
Удастся ли нам добиться большего результата в чем-то другом, если такое несложное дело нам не по силам? Представь себе, что ты посещаешь врача по причине твоей же болезни, но ты не вслушиваешься в то, что тебе советует врач, а думаешь о чем-то другом. На самом деле ты не станешь так поступать с врачом, потому что тебе очень важно состояние твоего здоровья. Так почему же ты больше ценишь свое физическое состояние, чем душевное? Почему же ты отдаешь предпочтение тому, что привязывает тебя к мирским делам, и оставляешь то, что призывает тебя к миру вечному? Пусть дарует нам Аллах лучшее. Пусть сделает нас Аллах такими мусульманами, которые будут слушать наставления и извлекать из них самое полезное, украшая этим свой ближний мир и свою будущую жизнь.